Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24, программа «Испытано на себе», где мы сегодня решили поставить довольно жесткий эксперимент. В чем он заключается? Человек с практически нулевой подготовкой, да, за моими плечами там Трансбайкал, но это когда было, лет почти 20 тому назад, с нулевой подготовкой решает включиться, пусть любительски, но соревнования по настоящему олимпийскому виду спорта. Дело в том, что этим летом в Якутске активно работала группа фехтования, где были и детская группа, свыше 20 детей занимались на летних сборах, и тренеры Дмитрий и Виктория Калмыковы, действующие спортсмены, призеры и победители всероссийских соревнований с очень большим тренерским стажем, решили сделать такой интенсив для взрослых, введение в азы спортивного фехтования. И вот я такой весь замечательный, весь с букетом болезней, в числе которых гипертония, там, гиподинамия, как у всех, куча вредных привычек, повышенное давление, все на свете, решает включиться в этот интенсив и почувствовать на себе, что значит, после большого пережива и так далее, заняться довольно серьезными нагрузками. Вот. К счастью для меня, курс прошел довольно удачно, не было таких больших происшествий. Я очень, скажем так, трепетно следил за пульсом, считывал все показания, нагрузки. И сегодняшний турнир, итоговый турнир, сейчас идет детская часть, где воспитанники летних курсов, дети выясняют сильнейшего. И буквально через несколько минут настанет очередь взрослых, и группа взрослых, там порядка 10 человек, также будут выяснять по довольно сложной схеме, кто же является сильнейшим. В чем, как мне показалось, плюсы данного вида спорта? Это больше тренирует все в гармонии, да? То есть у тебя должны быть упругие, прыгучие ноги, достаточно сильные хваткие руки и, самое главное, должны работать одинаково оба полушария. В то же время должны быть очень острые зрительные рефлексы и так далее, реакция. Все это напоминает, знаете, вот мне по совокупности нагрузок и так далее напомнило спортивные бальные танцы плюс шахмат. Поэтому я думаю, что все взрослые, которые с очень большим удовольствием занимались со мной наравне, они отметили тоже вот эти особенности, то, что это достаточно последовательные нагрузки, но при этом должны работать как логика, интеллект, все на свете, так и ты должен иметь достаточно, скажем так, тренированные конечности. Ноги для того, чтобы передвигаться быстро, и руки для того, чтобы наносить максимально быстро тоже удары. Все, конечно, в соответствии с требуемыми нормами по безопасности. У нас будет специальная экипировка, наш оператор покажет полностью все азы, там, как кто облачается, защитные там, и так далее, и так далее. И мы даже попробуем включить запись глазами фехтующего. Вот это, я думаю, будет всем интересно. Поэтому программа «Испытана на себе», Дмитрий Аргунов. И мы сегодня испытываем, что значит с абсолютного нуля начать заниматься спортивным фехтованием в Якутске. Фехтование – один из красивейших видов спорта, и то, что в летний интенсив записалось немало взрослых вследствие и хороших книг, помимо Александра Дюма с мушкетерами, еще и Крапивин с отрядом Караул. И еще одно свидетельство триумфальных выступлений и советских, и российских фехтовальщиков. Один из таких моментов, финал Олимпиады в Рио, нашел и художественное воплощение в фильме «На острие», который, впрочем, лишь отчасти передает ту энергетику российского женского фехтования на саблях в Рио, говорят специалисты. Фехтование делится на несколько подвидов по названиям спортивного оружия. Сегодня мы поговорим о сабле, где засчитываются и уколы, и рубящие удары во все защищенные части тела выше пояса, включая голову. Есть рапира, там засчитываются уколы в корпус. И шпага, где засчитываются уколы во все части тела, кроме затылка, и нет приоритета действий. Оружие, рапира, сабля и шпага также отличаются конструктивно.
Детские сборы Центра «Алмаз» посещали порядка 20 детей, и тренеры с удовольствием отметили, что не было ни одного случая пропуска. Юные воспитанники сборов на итоговом турнире выступали в разных возрастных категориях и выясняли, кто лучше овладел начальными навыками спортивного фехтования. Особое умиление родителей и тренеров вызвали, конечно, выступления самых маленьких с использованием мягкого, безопасного спортивного оружия. И, как я говорил, значительно, огромная, на самом деле, роль принадлежит в этом начинании, которое нынче летом потрясло в спортивные устои города Якутска, нашей замечательной легкоатлетке Марфе Троевой. Здравствуйте, Марфа. Здравствуйте. Вообще, как связана легкая атлетика, которой вы очень профессионально занимаетесь, да, и фехтование? Расскажите, вот начнем с этого. На самом деле я не делю виды спорта. Да, действительно, я легкой атлетикой занимаюсь с детства, но я поддерживаю всех спортсменов. А фехтование мне понравилось с первого, можно сказать, взгляда. И я поняла, что этот вид спорта для нашего народа подходит. Родственный, да? Да, то есть я увидела в этом виде спорта возможность реализоваться, то есть возможность подниматься на тумбочку, так скажем, на российском Пьедестал уровне. почета. Да, на российском уровне, даже на международных турнирах. Это наш вид спорта. Почему? Потому что по климату можно рассмотреть. У нас сколько месяцев длится зима? 9. Нам остается смотреть кино или там Да. снимать кино. А фехтование как раз проходит, все тренировки проходят в помещении. Вот сегодня сейчас идет турнир, помещение, у нас лето, могли бы на улицу выйти, нет, у нас в помещении проводятся тренировки. Также в зимнее время. Также по духу очень подходит быстрота, ловкость, то есть это у нас у якутян на самом деле есть сильный характер. Марфа, ну надо же культивировать, просто потому что люди, которым давайте только ММА там, или бокс, или вольную борьбу, самое главное, да, они же могут сказать, а фехтование, что, подошли 2 шага сделали, потом укололи соперника, да? Нет, тут... Давайте. Да, фехтование, да, не только вот быстрота, тут надо думать. То есть очень развивать еще интеллектуальные способности. Это шахматы в движении, действительно. То есть со стороны может кажется просто, вот дети, да, смотришь, как будто очень просто. На самом деле тут быстрота решений, принятие решений очень тоже важно. Вот. И тут физика развиваться, дух тоже развиваться. Почему? Потому что тут вот дети держат оружие, и они идут навстречу своему партнеру. То есть тут, сопернику. Да, сопернику. И получается, тут уверенный только человек может идти вперед. У нас бывают слезы очень часто, это тоже нормально. То есть те, которые, вот у взрослых даже, взрослые могут заплакать во время тренировки из-за того, что первую тренировку, из-за того, что у них есть какая-то детская травма внутри. И вот когда тренер говорит, давай, делай удар, иди вперед, они не могут. У них идет торможение, сопротивление, они не могут идти. Вот. Даже бывает такое, когда мы развиваем детей с детства, ну, то есть с детства, когда идет развитие вообще в спорте, у них всего этого нет. Они уже учатся преодолевать свой страх, волнение и двигаться вперед, ставить цели, достигать. То есть это же спорт, олимпийский вид спорта. И почему в нашей республике нету этого олимпийского вида спорта? Раньше было, лет так 40 тому назад. Да, но это уже давно, 40 лет назад. Марфа, а как вы познакомились с Калмыковыми, замечательными тренерами, которые этим летом и моими тренерами стали? Я познакомилась в Москве. Это же не случайности. То есть я сколько лет уже пыталась пригласить тренеров. То есть это не первая попытка была. До этого были попытки, но, к сожалению, были отказы. Почему? Потому что Якутск очень далеко находится, и не все готовы взять и переехать. Вот. Не всем нравится холод. Вот. Я очень благодарна вот, семье Калмыковых, что они согласились, и они не только согласились, да, а у них есть желание действительно работать с нами и помочь развивать детей, взрослых. У нас будет еще любительские, ну, то есть направление историческое фехтование. Это очень классно, кстати, очень зрелищно. Исторически это когда облачаются
берут очень такое тяжелое историческое оружие и так далее. Мастер-класс, который вначале делали, там было. Мы, в принципе, сегодня можем, если повезет, посмотреть историческое оружие. Марфа, а они реально действующие спортсмены, да? Они тренеры, действующие Они спортсмены? сами, да, в фехтовании нету ограничений. То есть это также как в легкой атлетике. То есть Пенсии нету такого, да? пенсии нету. Человек может хоть 80-90 лет участвовать в турнирах. Нас уже пригласили осенью принять участие в международном турнире, где возрастная категория 50-70 лет. В смысле, это моя категория, что ли, получается? Да? Ого! Можете принять участие. Да. Нет, ну, если более серьезно подойти, в принципе, вот сейчас философия же такая, абсолютно такой неспортивный корреспондент, да, пробует себя, ну, в любительском, но настоящем спорте, олимпийском виде спорта, да. Поэтому, я думаю, нашим зрителям будет очень интересно. И я вот сам по себе буду принимать участие в самом настоящем турнире. Сегодня. Ну, сегодня прямо, да. И вы все это своими глазами увидите, ощутите. Я постараюсь передать вам, как это испытать на себе, что значит заниматься спортивным фехтованием. Ну, на самом деле, очень замечательный интенсив, вот, особенно для людей, которые там немножко заватились, забились, все на свете и так далее. Да? И тренера замечательные, мы им приготовили небольшой сюрприз сегодня, но об этом чуть позже. А пока мы следим за соревнованиями и буквально сразу за детьми, когда после финала детского у нас будет взрослый турнир отчетный, который Марфины вот, воспитанники, получается, тренеров, будут принимать участие по совершенно такой рейтинговой схеме, который как на крупных соревнованиях, по-настоящему совершенно. Да? И даже нас будут подключать к электрическим контактным курткам, маскам и так далее. Все будет по-настоящему. Смотрите. Летний интенсив для взрослых посещало чуть меньшее количество людей, но недовольных не было. Все отметили потенциал начинания Марфы Троевой и профессионализм тренера. Занятия проходили в спортивных центрах «Триумф» и «Юность» чуть более 2 недель по 3 раза в неделю. Каждое занятие состояло из очень интенсивной разминки, упражнений на координацию и растяжку и непосредственно фехтования. Каждое занятие завершалось мини-турниром. Итоговый турнир для взрослых завершает интенсив, как и у детей. Конечно, это лишь ознакомительные курсы, но тем не менее, правила есть правила. Между тем, участники взрослого отчетного турнира в гробовом прямо молчании просто разминаются, потому что, в неразогретом состоянии, сами понимаете, на дорожку выходить. Ну, у меня в мои 52 года проблемы, скажем так, с опорно-двигательным, с лишним весом, с давлением, вредные привычки, ну и, соответственно, гиподинамия общая. Да? Ну, интенсив, скажем так, немножко помог в том плане, что давление более-менее, скажем, нормализовалось, нет таких резких скачков, как раньше бывало и так далее. Но, тем не менее, непосредственно перед соревнованиями, в ногах, особенно там, где перелом, чувствую немного такие. Ну и варикоз, конечно, поэтому пришлось одеть гольфики. Пойду немножко разомнусь, чтобы не отстать от других. Еще раз говорю, в непрогретом состоянии выходить просто не рекомендуется. Включил нагрудную камеру. В целом, наши тренеры, Виктория Борисовна и Дмитрий Борисович, с юмором относились, с юмором и с пониманием к тому, что люди с нулевой нагрузкой вышли на достаточно, скажем, серьезные для них нагрузки. Вот. Поэтому и разминка, и растяжка прочее, все было там, как мне казалось, достаточно серьезно. Нам предстоят отборочные поединки, это до 5 баллов. И по результатам вот этих отборочных боев составляется так называемый рейтинг. Когда подсчитываются очки, с которым там выиграл или проиграл человек. Вот, составляется рейтинг, и по рейтингу потом идет на выбывание олимпийка. То есть для того, чтобы выбить слабых, вот не дай бог, конечно, оказаться в числе слабых, чтобы выбить слабых, получается, тот, у кого максимальный рейтинг, встречается с тем, у кого
минимальный рейтинг. Все должно произойти достаточно быстротечно. Больших таких нет. Идем, скажем так, по приколу. Помахать саблей, повращать ручками, ножками, головой. Но все уже, сейчас будет награждение детей, а нам, в принципе, уже можно подбирать экипировочку. Ну, прежде всего, защита из чего состоит? Да, это такая тренировочная куртка. В нее нужно влезать вот так вот. Вот так влезаешь. Ну и, соответственно, застегиваешь. Есть еще курточки типа нагрудника, которые застегиваются на спине, но они, я считаю, более неудобные. Поэтому, пользуясь, скажем так, неким блатом, урвал себе, ну, конечно, потные там вот эти после детей и так далее курточки. Приятного мало. Вот. Это первая часть экипировки. На самом деле не помешал бы бандаж, потому что, ну, на прошлой тренировке достаточно сильно въехало по ощутимым местам. Второе, это перчатка. Вообще удары допускаются в любую часть тела, которая закрыта защитой. Перчаточка такого плана тоже когда-то была беленькой, ну и сейчас беленькая. И основной элемент защитной экипировки – это маска. Так как я, скажем так, для коррекции зрения пользуюсь очками, мне нужна маска размера L. Вот она, L-ка, да? Происходит следующим образом. Я просовываю сначала голову, потом все остальное. И фиксирую сзади ремень. Вот так вот происходит. Все, я экипирован для того, чтобы вести поединок. Ну и то, чем осуществляется поединок, это спортивная сабля. Мы видим, вообще в фехтовании есть 3 вида оружия. Это прежде всего сабля, это то, чем мы сегодня будем вести поединки, да? Сечение у нее такое, как бы клинок, который рубит. Наверху дол такой, сбоку долу, да? Такое вот сечение. Рапира, она в сечении квадрат. Рапирой осуществляется только уколы. И шпага более такой массивной гардой. Ею можно носить уколы и также там свои особые правила. Ну, нас обучали именно на сабле, то есть в основном рубящие удары. Гарда, видим, закрывает вот эту вот часть пальцев. Вот так вот. Ну и все остальное мы увидим уже как бы на поединках. Наконечник он вот такого вот плана прикреплен для того, чтобы это. Вообще, если планировать заниматься на достаточно серьезном уровне, нужно, конечно, подбирать свою экипировку, прежде всего. Просто не гигиенично там влезать после кого-то чужую куртку и так далее. Экипировка стоит не такие большие деньги. Поэтому, если тренеры, скажем, позволят, с осени я буду уже со своей экипировкой. Вот такие вот дела. Все, мы начинаем отборочные сейчас соревнования. Построение. Начинается построение. Смотрим, сколько вот взрослых участников. Иван Васильевич рядом. Айсен. Ну и дальше по списку. Пожелайте мне удачи, потому что она мне очень-очень пригодится. Первый круг это по 5 баллов, а потом самый сильный играет с самым слабым. Так что докуда я дойду, еще неизвестно. Турнир проходил в 3 этапа. Сначала отборочные поединки, где победа присуждалась участникам по достижении 5 баллов. По итогам отборочных поединков в полуфинале столкнули тех, у кого минимальный рейтинг, с теми, у кого был максимальный. И тем самым отсеяли участников с самым низким рейтингом.
В финале встречались лучшие из лучших, и бой шел по всем правилам спортивного фехтования с применением специального электрооборудования и до 15 баллов. Так, готовы? На исходную. Значит. Стоп. Справа атака, налево удар. 1-0. Готовы? Значит. Стоп. Справа атака раньше, налево удар. 2-0. Готовы? Значит. Стоп. Защиту не взяли. Справа атака, налево удар. 3-0. Готовы? Значит. Стоп. Справа атака, налево удар. 4-0. Готовы? Значит. Не в атаку, садись. Стоп. Справа атака, налево удар. 5-0, пожалуйста. Победа Аяна. Готов. Ну и сами. Стоп, первая атака промах, дальше слева направо, ответ 1-1. Готовы? Значит. Стоп, справа промах, слева ответ 2-1. Слева направо ответ 5-4. А второй? Дальше вместе попали. Кому что? Готовы? Значит. Стоп, защита ответ. Вот так тыкать нельзя, да, в человека? В обороне. 1-0, готовы? Начали. Стоп, опять почти вперед в атаку. 1-1, готовы? Начали. Стоп, когда она атаковала первой, 2-1. Готовы? Сабли вверх. Начали. Стоп, первая атака Сардана. Пробуем дальше. Ответ от Дмитрия, 2-2. Защита ответ. Готово. Начали. В атаке отсюда промо. 4-4. На первую дорожку приглашается Аян и Алина. Нет, давайте Алина только что была, отдыхаешь. Сардан и Мария. Стоп. Стой. Не стала. Вниз куда ты опустила сапку. Не стала атаковать сразу. 1-0. Опередил Дмитрий. Контратака. Готовы? Начали. Опередил Дмитрий. 2-0. Сабля вверх. Начали. Готово. Отсюда ниже класс, отсюда ответ. 9-4. Готовы? Начали. Справа опережение. 10-4. Победа Дмитрия. Готово. 5-2. Победа Кубей. Пожалуйста. Хорошая была мысль, но надо убежать прямо до отдохнего. 4-2. Готовимся. Начали. Стоп. Раз, два. Пауза, да. Папа, да? Вот так. Готово. Начали. Никому. Готовы? Готово. Начали. Начали. Защита ответ. Стоп. В атаке. 3-2. Готово. Начали. В атаке. 3-3. Сейчас бой за третье место, и друга нашего Ивана Васильевича облачают в электрокуртку. Это такая только проводящая часть оборудования, она на больших соревнованиях всегда применяется. Оказалось, что Ивану Васильевичу та куртка оказалась мала, и поэтому Машу, уже облаченную в электрокуртку, заставляют сейчас снимать и передавать инвентарь противнику. Обидно, конечно. Маша уже там вся в себя в своей шкуре, скажем так, чувствовала.
Но идет бой за третье место. Иван Васильевич против Марии Давыдовой. Маша в шоке от того, что она... Да. Этот нормальный, да, Иван Васильевич? Поели пирожков на вечер перед соревнованиями. Вкусные были пирожки. И теперь еле влазим в курточку. Это, по-моему, внутренняя курточка такая, пухленькая. Ну, они все такие. Все такие, да? Не, вчера так и было. Терминатор. Да. Вот, сейчас подцепят контакты, соединять контакты, катушки, специальный разъем с фиксацией, и карабинчик пристегивается прямо к куртке. Одевает маску, и еще одна клемма присоединяется к металлической маске. Вот таким вот образом, крокодил. И сейчас будут присоединять еще оружие. Руки дрожат. Специальная клемма. Все. И сейчас будет проверка контакта. Очень интересное явление. Нам нужно перейти на ту сторону. Будут загораться лампочки. Обходим катушку. Да, вот проверка пошла. Бой за третье место. Иван Иванов, Мария Давыдова. Ваш покорный остается только в роли комментатора. Маша набирает первый балл. 1-1. Иван отыгрывает. Готов. Начали. Стоп. Никому. Готов. Начали. Стоп. 3-3. 3-3 Иван отыграл. Готов. Начали. Никому. Готов. Начали. Защита ответ. 4-3. Готов. Начали. Стоп, в атаке. 4-4. Готово. Начали. Ну, вот такой вот турнирчик. Такой вот турнирчик. Идет бой за третье место. Иван Иванов, бизнесмен, и Мария Давыдова, дизайнер. Вот такие вот герои у нас сегодня, да? Давайте мы сейчас параллельно возьмем небольшое интервью. Бой пускай идет. Виктория Борисовна, я отвлеку вас на секундочку. Да, как вам сегодняшний... Ну, про деток промолчим, речь идет о взрослых ощущениях, о взрослых каких-то вещах. Как вам сегодняшний турнир? Участники? Участники, конечно, все стараются. Есть волнение, это заметно. Первый турнир у кого-то... в первый раз в жизни, потому что даже не занимались спортом, но уже дошли до финала. Вот у нас есть парни, которые выделяются, они показали результат, и прям бой будет интересный, мы в предвкушении, да? Это финальный, суперфинал. Суперфинал, да. Но и не менее интересен, конечно же, бой за определение третьего места. Который сейчас идет. Который, да, в процессе у нас. Так как туда прошла Мария, девушка, и фехтует она против мужчины, это всегда как бы сложно, ответственно. Вот. Ну и, в принципе, для всех это большой новый опыт. Нет, ну лично для меня это вообще какой-то суперский опыт, потому что то, что раньше, в советское время еще читали в книжках там и так далее, попробовать самому, это вообще супер, конечно, ощущение. Я надеюсь, что осенью все продолжится и будут новые ощущения, новые бои, новые схватки. Все же оказывается супер вообще в этом вашем фехтовальном мире. Да. Расскажите немножко про себя и супруга. Откуда вы и, скажем, как же дошли до жизни такой, что оказались в Якутске? Мы приехали из центрального региона, город Воронеж. Сами занимаемся фехтованием там, с детства, с юности.
разными видами, направлениями. Успешно выступаем сами и готовим, конечно же, учеников. Это смена поколения. Вот. На одних соревнованиях в Москве мы познакомились с Троевой Марфой, которая вдохновилась нашей работой, увидела, как мы общаемся с детьми, как мы их поддерживаем, как мы их курируем в течение всего турнира, и пригласила поработать с якутскими детьми, взрослыми. И вот этот проект, да, которым она нас вдохновила, да, мы вдохновили ее своей работой, да, он сейчас начался у нас. И, я думаю, будет активно жить, продолжаться. У нас много планов, конечно же, по подготовке чемпионов. То есть это выездные соревнования, это крупные турниры, чемпионаты России. То есть мы сами являемся призерами чемпионатов России, а также региональных соревнований, всяких областных, там это понятно. И знаем, как это передать тем, кто зажегся, кто интересуется и хочет тоже посвятить себя миру вот боевых искусств. Смотрите, вот градация ваших учеников в Якутске это от буквально 5 лет, и я, по-моему, сам возрастной, мне сколько, 52 года, да? А есть ли вообще предел для занятий фехтованием? Предела нету абсолютно. То есть этим занимаются люди с мала до велика. То есть это долгоиграющий вид спорта. То есть здесь есть детские категории, юношеские, там, кадетские, взрослые, а также ветеранские. Вот в ветеранах там до бесконечности. Это как в танцах, да? Там же есть гранд-сеньоры? Да, да. Примерно так, да? Конечно, но здесь это требует, конечно, физической подготовки. Вот. И те, кто занимаются даже в возрасте, они, конечно, видят улучшение в своем здоровье. И, в принципе, это огромный опыт, положительные эмоции. То есть участие в турнире – это ни с чем не сравнимые впечатления. Конечно, это такой драйв, такой адреналин. Я реально подтверждаю, сам по себе человек, ну, ни капли не спортивный, да, если не считать былых заслуг, который 100% был за рулем автомобиля и т.д. и т.п. Виктория Борисовна, мы никогда не забудем ваши уроки растяжки. Я, по крайней мере, лично. Спасибо. Да? Я включу в нашу передачу, скажем, телефонные вкрапления, каким макаром и Виктория Борисовна, вашего мужа, кстати, тоже Борисович же, да, Дмитрий Да, Борисович. Дмитрий Борисович и Виктория Как Борисовна. Борисовичи, короче, нагоняли нас на растяжку. Это было нечто. Люди даже в запрещенных сетях говорили, никогда не делай так, это опасно и так далее, и так далее. Но еще раз, благодаря этому летнему интенсиву, с которым я познакомился с абсолютно новыми для себя ощущениями, я чувствую намного лучше. То есть у меня, если там подшаливало по погоде давление там, и так далее, сейчас я просто субъективно чувствую, что немножко уже лучше. Это очень лестно и приятно нам, как тренеру. Я тщательно очень следил за пульсом, я подходил, говорил, можно я похалявлю сегодня и так далее. То есть я чувствовал себя. было такое. И реально нужно не бояться приходить, испытывать новые ощущения, тем более под эгидой Марфы Троевой же, нашей именитой легкоатлетки, да? Конечно. Она сама фехтует тоже, да? Она больше, конечно, Как менеджер. Да, продвигает. Ага. Она директор нашего большого проекта. Она горит этим видом фехтования, потому что когда-то увидела и просто влюбилась. Сама мастер спорта. Это большая честь работать вот в такой команде. Угу. Ну, нам очень приятно было с вами познакомиться в ходе вот этого Взаимно. интенсива. После соревнований, пожалуйста, никуда не расходитесь. У нас есть небольшой такой сюрпризик. Ну, а вы Спасибо. смотрите программу «Испытан на себе». Я, 52-летний, абсолютно неспортивный мужчина, испытал на себе, что такое быть, пусть на небольшом, но настоящем турнире по любительскому спорту, но олимпийский же вид спорта, да? Да. Очень красивый олимпийский. Посмотрите на «Острие», да, фильм очень такой, ну, там много такой эклектики, воды, грубо, да, но Но это кино Это по кино?
событиям, По реальным соревнований, да, в Да. Рио. То есть это про наших Саблистов. чемпионок, да, Яна Егоряна и Софья Великая. Ну, классный фильм, кстати, рекомендую всем посмотреть. Мы продолжаем, давайте посмотрим финальный бой за право называться лучшим вот среди вот этого летнего интенсива. Спасибо. Вашему покорному, конечно, не светило звание лучшего, но погружение в атмосферу настоящих спортивных соревнований с небольшой интенсивной подготовкой к нему стоило того. Более того, смею утверждать, что занятия Центра «Алмаз» уже предстоящей осенью найдут своих поклонников. Азарт, комбинации владения оружием – смесь очень заводная и интересная, испытана на себе. Ну все, дорогие друзья, у нас завершается очередной выпуск программы «Испытан на себе». И сегодня я, абсолютно не спортивный человек, испытывал на себе, что такое быть участником, пусть любительских, но соревнований по олимпийскому виду спорта. Очень зрелищному, динамичному и красивому спортивному фехтованию. Огромное спасибо нашей Марше Троевой, именитой легкоатлетке, что привезла наших тренеров. И буквально целый месяц мы были участниками такого мощного интенсива, который закончился вот сегодняшним турниром. И, как видите, вот награждают победителей. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и смотрите телеканал Якутия-24. Увидимся! Испытано на себе.